Здравствуйте, товарищи татарстанцы! К военной дисциплине уже почти привыкли. На сборном пункте ребятам выдали форму и все необходимое, в том числе и маски. Здесь больше 40 призывников со всей республики, в основном уже получившие высшее или среднее образование. Я хочу в будущем просто совместить службу в армии и свое первое образование, то есть высшее, это ветеринарию, и как-нибудь в будущем связать свою жизнь с этой профессией. Как это? Ну, в кинологически, возможно. Я на категории С учился, водителем поеду. Спокойно служу. Нормально, раньше 2 года служили. Вы являетесь залогом мирного неба. И пусть взрывы остаются только на полигонах, напутствуют ребят духовные деятели. Солдатской удачи желает военный комиссар республики. В этот призыв служить уже отправили более 600 татарстанцев. Воинские части самые разные, в том числе президентский полк Московского Кремля, Балтийский, Черноморский флот. Сегодня едут в Пермский край. Служить будут они в частях воздушно-космических сил, конкретно в частях противовоздушной обороны. Ну, тут не так уж и далеко. Поэтому я думаю, что родители пусть не переживают, все будет нормально. И вообще хотел бы обратиться к родителям. Не переживайте, мы за каждого призывника, каждого нашего солдата, уроженца Республики Татарстан отслеживаем службу. Антисептики, рециркуляторы, обработка залов и разделение потоков призывников. Никаких провожающих на территории. Ковидные ограничения никто не отменял. Призывники, которые только прибывают на сборный пункт, почти сразу отправляются сдавать тест на ковид. Отрицательный тест дает им зеленый свет, а пока он не получен, результатов ожидают в так называемой желтой зоне, вот такой армейской палатке. В пути к месту службы ребят ждет отдельный изолированный вагон поезда. Лина Зинатульна, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.